Добрый день, уважаемые наши зрители. Сегодня мы на связи с Москвой. У нас в гостях Наталья Николаевна Колодезникова. Она советник, постоянного представительства нашей республики в Москве при президенте Российской Федерации. Наталья Николаевна, добрый день. Добрый день, Олег Гаврилович. Добрый день. Привет из осенней Москвы. Тема нашего сегодняшнего разговора. Мы поговорим об удивительном человеке, о человеке, который, на мой взгляд, очень много сделал для возвращения исторической памяти, очень много сделал для наших исторических личностей, увековечивания их памяти. Это Ираида Симоновна Килиорина. Наталья Николаевна, как я понимаю, вы находитесь в парке, в котором Ираида Симоновна любила гулять, отдыхать. Да, Олег Гаврилович, я не случайно выбрала это место. Это известное место, называется парк Березовая роща. Дело в том, что Ираида Симоновна жила совсем недалеко, буквально в 3 минутах ходьбы от этого парка. И, прочитав книгу, которую мы с вами будем обсуждать сегодня, я поняла, что она очень любила природу. Она частенько выбиралась сюда, в парк Березовая роща. Она ездила в Серебряный Бор, который недалеко от этих мест. Она ездила в Кровское Стрешнево, которое тоже находится на севере Москвы. Вот этот парк Березовая роща, он находится на территории бывшего огромного Ходынского поля. Диаметр этого поля составлял до 21 километра. Представляете, да? Сейчас он полностью застроен Москвой. От него остался маленький-маленький кусочек. Это парк Ходынское поле. И вот эта территория парка Березовая роща, который был разбит в 50-е годы, когда шла застройка этого района. И в этом районе, совсем недалеко отсюда, еще раз повторяю, жила Ираида Симоновна Клеорина. Это ее места. Отлично. И поводом, да, для нашего сегодняшнего разговора стал выход книги, это автобиография Ираиды Симоновны. Вот я держу ее в руках, «Curriculum vitae», автобиография Ираиды Симоновны, и она вышла благодаря нашему Национальному архиву Республики Саха при поддержке музея «Моя история». Наталья Николаевна, вот недавно вы провели в постоянном представительстве презентацию этой книги, и наши якутские историки, те, кто участвовал, архивисты, они тоже принимали дистанционно вот в этом мероприятии, в презентации этой книги. Пожалуйста, вот несколько слов об этом событии. Да, я тоже бы сразу хотела сказать слова благодарности тем людям, которые приняли решение опубликовать эту книгу. Лично для меня эта книга оказалась открытием. Большое спасибо работникам тоже Национального архива, которые в большом достаточно фонде Ираиды Симоновны выбрали этот материал, сделать из него книгу. Огромное спасибо Дмитрию Ивановичу Соловьеву, который поддержал эту идею. Огромное спасибо тем людям, которые на протяжении жизни Ираиды Симоновны общались с ней, оказывали ей поддержку в силу своих возможностей в то время. Таких людей, к сожалению, и в Москве, и в Якутске, кто лично знал Ираиду Симоновну, осталось не так много. Мне кажется, что Ираида Симоновна вот на основании этого труда, который вышел, «Curriculum vitae», ее книга, это открытие книга. Вы знаете, когда у нас шла презентация в Успенске, то присутствовал старший научный сотрудник музея ГУЛАГа здесь, в Москве. Она сказала, что эта книга, она очень редкая, потому что личные воспоминания узников ГУЛАГа, они не так часто выходили, они были совершенно запрещены в советский период. Затем, к сожалению, уходили из жизни свидетели этих страшных времен.
И поэтому книга Ираиды Самоновны, она представляет собой огромную историческую ценность. Они взяли экземпляр этой книги в музей, она там будет достойно представлена, тем более, что эта книга вобрала в себя такое огромное количество материала, что, как бы сказать, самым главным, одним из самых главных персонажей музея ГУЛАГа является личность Рютина, который одним из первых посмел в сталинские времена сказать правду, как бы выйти на откровенный разговор по поводу тех вещей, которые тогда начали происходить в стране. За это он, конечно, жестоко поплатился. А Ираида Самоновна вот в этой книге описывает и эти моменты. То есть книга Ираиды Самоновны – это кладезь знаний. Когда я читала ее перед презентацией, да, впоследствии, я для себя как бы открывала обратную сторону страны. То есть в этой книге описаны выдающиеся личности, о которых мы читали в учебниках истории пафосные слова, и вдруг тут я вижу, что те же самые люди, их семьи, их близкие, они сами, конечно, в первую очередь, переживали просто бессмысленные порой обвинения, вот, и несли за это совершенно необоснованные э, репрессии. Наталья Николаевна, вы очень правы. Это очень важная книга. Это содержание, оно должно быть ну, в каждом фактически библиотеке, да, чтобы это было доступно, особенно молодежи. Вот я тоже был знаком с Ираидой Самоновной. С первых шагов, можно сказать, нашего журнала «Илин» Ираида Самоновна нам дала свои статьи о Василии Васильевиче Никифорове Кулимир, которые мы опубликовали в журнале. И мы выпускали даже вот небольшую ее книгу о Союзе якутов. Наталья Николаевна, вы же тоже были знакомы с Ираидой Самоновной. Пожалуйста, об этом тоже несколько слов. Да, вот в своей книге «Curriculum vitae» она, кстати, да, пишет, что в журнале «Лин» в 92 году она впервые, да, опубликовала свою такую краткую автобиографию. Мое знакомство с Ираидой Самоновной, к моему великому сейчас сожалению, я это хочу сказать и особо подчеркнуть, потому что в душе как бы осталась, знаете, вот недосказанность, что ли, недолюбленность, недодруженность с Ираидой Самоновной. Познакомилась я примерно в 95-м году. А, Тогда Наталья Николаевна Малышева, заместитель директора архива нашего, она попросила меня съездить к Ираиде Самоновне домой. Когда я приехала к Ираиде Самоновне, то увидела очень красивую женщину с прекрасной выправкой. То есть у нее очень красивая посадка головы, прямая спина, великолепная речь. Это было в 95-м году. Она провела меня в свою вот рабочую комнату и показала на портрет, висящий на стене, приколотый кнопкой советской, портрет Василия Васильевича Никифорова, и рядом стоящий журнал, на котором была фотография Михаила Ефимовича Николаева. Вы знаете, почему кнопкой? Потому что я поняла, что у нее был такой достаточно аскетический образ жизни, она жила полностью духовной жизнью. И вот, прочитав книгу «Curriculum vitae», я поняла, что это действительно было так. Она вдруг заговорила со мной при первом же нашем знакомстве, что она буквально видит душу Василия Васильевича Никифорова и чувствует, да, душу, энергетику Михаила Ефимовича Николаева. В книге я узнала, что Ираида Самоновна, она, ну, как бы немного так увлекалась, да, эзотерикой, и
вот это было, оказывается, очень неспроста. Она буквально призналась в любви к Василию Васильевичу Никифорову. Она сказала, что она настолько его понимает, настолько чувствует и настолько восхищается благородством его души, что она сказала: я посвящу, я буду до конца своих дней держать его образ перед собой. Да, она вернула Василия Васильевича Никифорова, Филимира, в нашу общественную жизнь. Я бы даже так сказал. Это не просто вот как бы исторический персонаж, а человек, который воздействовал своим а, трудами в начале века и на нашу сегодняшнюю действительность 90-х годов. Это очень было важно. Поэтому это великая работа Ираиды Самоновны. И тут я все-таки хочу процитировать ее слова, посвященные Поспредству, да, а, из этой книги. Только вот якутское поспредство не оставляет своим вниманием, и моя далекая родина дарит своей признательностью. 2 года назад присвоив почетное звание заслуженного работника культуры республики. И также Ираида Самонова с благодарностью уже говорит о том, что пишет, ей было присвоено звание почетного гражданина Усалданского улуса. Но все-таки, мне кажется, мы как-то в долгу перед ее памятью. И, Наталья Николаевна, вы, наверное, тоже согласитесь, нужны еще какие-то а, действия, какие-то решения для того, чтобы увековечить память Ираиды Самоновны. Да. Я знаю, что из своей вот подготовки к презентации, когда мы готовились, я попыталась узнать мнение Михаила Ефимовича Николаева об этой книге. И получила тоже, опять-таки, для себя чисто такое, знаете, чистое откровение. Он сказал, я очень внимательно читал эту книгу, очень внимательно. Это уникальное творение, и он тоже подчеркнул, что республика все-таки не до конца оценила Ираиду Самонову. Ведь она занялась творчеством, связанным с нашей республикой, еще в 50-е годы, выйдя и даже находясь еще, да, в лагере. Она занималась вот творчеством, написала спектакль, драматургией она занималась, о Бурсике, да, революционере нашем первом, неустроенный. Она, вы знаете, насколько было человеку трудно. Спектакль шел в соседней Якутии, а она в это время сидела в лагере в Красноярском крае. Автор вот этого произведения, да? Но так как в целях конспирации автором была обозначена ее мама, поэтому разрешили поставить, собственно говоря, видимо, эту пьесу. Дальше у нее события развивались очень интересно. Она, значит, занялась Василием Васильевичем Никифоровым. Заодно она вела огромную деятельность по лицам, которые отбывали ссылку, да, на территории Якутии. И в итоге она никогда не прерывала фактически связь с нашей республикой. Но я больше чем уверена, так как уже выше ранее отмечала, что людей, которые знали ее не так много, осталось в Якутске, и в Москве ее книги не так популяризированы, вот кроме того, что она часто берут на руки у нас книгу о Василии Васильевиче Никифорове, готовясь там к различным, да, мероприятиям, изучают его судьбу. Ну и в частности земляки, конечно, салданцы изучают. Вот. Но сама личность Ираиды Самоновны, она совершенно не раскрыта. Хотя я была лично с ней знакома, я для себя ее открыла заново, прочитав вот эту книгу «Курукулум Витэ». Я говорю, я поражена глубиной души этого человека. Я поражена ее буквально энциклопедическими знаниями. Она собирала такую массивную информацию, чтобы написать эту книгу. Мы уже с вами отметили, что в этой книге раскрыты биографии практически всех ведущих государственных деятелей страны.
Вот, и нашей республики в том числе. Причем такие милые детали, мелкие. Она вспоминает, как в детстве она попала в Совмин Якутии. Тогда, значит, это где-то в конце 20, где-то в середине 25 году, наверное. Она вспоминала вот этот длинный коридор, да, здание. Она вспоминала, как к ней тепло относились и Максим Кирович, и все, кто тогда там работал. Вот, она вспоминала, как она плыла с семьями вот Максима Кировича, и еще там вторая семья была на теплоходе из Иркутска, она еще ребенок. Они ехали тогда с мамой в Якутск, да, и она вспоминает, как она видела впервые в детстве Василия Васильевича Кулинура, и он ее тоже уже тогда, в детские годы, поразил своим очень таким благородным поведением, очень достойным поведением, очень выдержанным поведением, очень интеллигентным поведением. Это у нее отпечаталось вот в детской памяти, когда она еще была совсем маленьким ребенком. Поэтому вот вы правы, что не до конца мы в Якутии оценили ее. Остается вот этот какой-то, знаете, пробел, что ли, да, что человеку, который столько сделал для нас, у нас пока еще, кроме вот награды, которую вручил лично Михаил Ефимович Ираиде Самоновне, да, заслуженного работника Республики Саха-Якутия, и она ему за это очень благодарна. Но это фактически единственная награда, которую мы успели еще при жизни, да, ей вручить. Она, конечно, была очень тронута теплотой у солданцев, когда ей вручили почетного гражданина. Но у нас нету ни одной мемориальной доски. У нас не названа школа, возможно, еще какие-то библиотеки, да, именем Ираиды Самоновны. А ведь это было бы прекрасно. Народ бы сразу начал интересоваться, а кто это? И, несомненно, прочитав вот эту книгу «Куррикулум Витэ», они поняли бы, что это был за человек, почему она так относилась к Якутии. Да, И мы бы дали, она говорила, знаете, вот она, когда писала о Николаеве Черепове, да, и о других, вот, о Василии Васильевиче Никифорове, она говорила, что я как бы стала их душеприказчиком, за них некому больше сказать. Я, говорит, чувствовала свою моральную ответственность. Возможно, вот те, вот вы и я, которые лично ее знали, мы тоже сейчас оказались в такой же ситуации, как когда-то она. Наталья Николаевна, вы абсолютно правы. Мы должны, я имею в виду те, кто знал ее, оставить свои воспоминания, может быть, собрать, да, потому что это человек, который очень многое сделал, и ее книги продолжают жить, и это очень важно. И вот то, что вышла эта книга, и мне кажется, это замечательное тоже предисловие написал наш известный историк Егор Петрович Антонов. Это тоже очень важно. Входит и как исторический источник эта книга. Да, вы очень абсолютно правы. О многих деятелях тех времен, да, Ираида Самоновна рассказывает какие-то стороны их жизни, деятельности, которых еще мы не знали. Поэтому это очень важно. И самое главное, мы видим ее образ, насколько она, эти 10 лет лагерей, да, очень сложная жизненная ситуация она попадала, но все-таки вот воля к жизни, она абсолютно победила вот это время сталинское, страшное время. Она вышла победителем, мне так кажется. Вот это ее книги, ее творчество, и она продолжает в них жить. Это очень важно. И я думаю, Наталья Николаевна, вам большое спасибо за то, что мы благодаря вам вот сегодня, а, хоть и виртуально, дистанционно побывали в этой березовой роще, которую любила посещать Ираида Самоновна. Мне кажется, это тоже очень важно, что вы показали вот этот парк, потому что, наверное, мы здесь как бы почувствовали ее душу, как она приезжала отдыхать. Это
березы. Мне кажется, это замечательно. Спасибо Да, вам это большое. так. Спасибо вам, Олег Гаврилович, за ту возможность высказать вот свое предложение даже, наверное, о том, что работу а, по изучению жизни и творчества Ираиды Самоновны и пропагандированию ее нам надо продолжать. Спасибо вам большое за эту возможность. Спасибо. До свидания.